блядь, записываю до хуя, блядь, на все телефоны запись делаю, блядь, бахнут YouTube, похуй, блядь, останется, главное, оригинал. Так, сместить Зеленского задача номер 1 Путлера и Трампа. Для нового Мюнхенского сговора нужен новый президент Бенниш, а Зеленский им стать отказывается. Да, добавлю еще от себя, я просто в ахуе, ну, игра. Но это игра, блядь, под названием война, блядь. Мне в последнее время начинает нравиться, блядь, Зеленский. Я, по сути, нахуй, не сторонник евреев, блядь. Понимаете, ну, по жизни мы, оказывается, с ними жили, блядь. Мы с ними жили, ну, вроде бы, нахуй, как говорится, не головорезы, так скажем, блядь, нахуй. Я пока рядом с собой головорезов не видел, хоть сколько жил, блядь. Но они были, оказывается, блядь, нахуй, в этой сраной Москве, блядь. Но это какие-то головорезовские евреи. И тут сравнивая Зеленского, Зеленский может для кого-то хуёвый, блядь. Может кому-то хуёвый, похуй. Даже, может, и я, может, его не любил, блядь. И не люблю, блядь. Не в этом суть. А именно сейчас, когда идет вопрос уничтожить Путина, похуй, блядь. Хороший он, плохой, блядь. До пизды. Надо ебашить до конца. Поймите эту вещь, блядь. Поймите, со стороны виднее. Внутри непонятно. Но со стороны, вот люди вообще. Я вообще, блядь, ни туда, ни сюда. Мне похуй вообще, по идее, да ведь? Но я борюсь за Башкортостан с Татарстаном. И тут, когда речь идет о том, что, блядь, нахуй, выбирать Зеленского или его надо снести, поставить другого, так скажем, блядь, нахуй, Бенниша, нахуй, какого-то Бенниша, я даже не знаю, кто такой, блядь. Примерно, да? Его сравнивают каким-то хуем, наверное. Раньше был такой хуй, его сравнивают Зелю с ним, но Зеля не такой. Исходя от этого, я могу, как на узбекском говорят, тамбердом. Тамбердом это типа в ахуе, да, типа, вот, примерно вот такое переведем, ну, там полегче, конечно, переводится, не ругательное, а я это вам доношу просто мысль эту, что я в ахуе был от того, что Зеля в данный момент, на самом деле, не сломался пока, не знаю, доломает его или нет, и самое главное, хуй забил он на всю вот эту тему. Теперь ему нужно отстоять эту хуйню, натиск этого сраного Трампа, блядь, 78-летнего, нахуй, в сыны годится ему он, блядь, Зеленский, грубо говоря, да, Зеля, блядь, как на днях узнал, 57 лет. И вот прикиньте, этот черт, Трамп, его пытается согнуть. Теперь наша задача, я вот как человек из Башкортостана, метис, имею родственников в Украине, Украинка у меня была тетя, как я всегда это говорю, повторяюсь, мне не трудно повториться. У меня там живет двоюродный брат, братишка, да, сестры, так скажем, их сестры живут, двоюродные, ему двоюродные. Исходя от этого, в Крыму у меня родственники живут. Это зона ответственности. Зона ответственности наша. Почему? Я скажу. Потому что это наша в данный момент проблема, которая пришла в течение нашей жизни. Наша жизнь – это проходящая между вот этими войнами и так далее. И после нас остаются наши дети, будущее наши. И получается, когда вопрос возникнет, почему тогда вот такое дерьмо было, вы ничего не сделали, что потом они не пиздели. Мы вот пытаемся что-то сделать. Чтобы наши дети потом что-то не пиздели. Исходя от этого, это войдет в историю, рано или поздно. Но суть вот этой всей хуйни отражается, блядь, всем, блядь. Кто рядом? Я забыл об этом сказать как раз таки. Я говорил, блядь, кто рядом? Кто рядом? Рядом соседи. Соседи Украины. Соседи Украины это, получается, Кавказ, Крым. Крым, конечно, была Украиной. Вообще я говорю. Соседи. Дальше. Мы, Башкортостан с Татарстаном. Получается, блядь, мы все соседи. И не говоря о том, что мы все бывшие, точнее, блядь, нынешние мы, Украина бывшие, рабы СССР. Получается, если мы рабы СССР, значит, мы были и тянули одну лямку. Все были. ГУЛАГу нет, нахуй. ГУЛАГу есть. Из этих, блядь, проблем исходится одна только мысль. Того, что, блядь, нахуй, когда долбим, нахуй, Зеленского, и мы молчим, и когда, блядь, нахуй, говорим, блядь, нахуй, что, блядь, тут, блядь, Трамп, блядь, уже переходит все границы, вот только тогда мы сможем организоваться. Организоваться как соседи. Не как народы, а как соседи. Как бы доброжелательные, честные, искренние соседи, которые, видя, что... Я даже сейчас отбрасываю, даже, представьте, я всегда по национальной теме, я как бы всегда говорил, этих ненавижу, вот, допустим, турков я ненавижу нахуй, блядь, Эрдогана, блядь. Я это не буду отрицать даже, блядь, нахуй. Даже вот туда пушку поставить не буду отрицать, до пизды, нахуй. Аузабилля, конечно, но до пизды. Почему? Потому что они дохуя на себя взяли. Ну, я эту тему давайте не будем пока говорить, я сейчас говорил об этом. Смотрите еще что. У Трампа, оказывается, есть такая же хуйня, блядь, обижаться. Если даже у сраного Трампа есть тема обижаться, блядь, почему у меня нет такой темы? Обижаться, огорчаться, хуй ложить, блядь. И вот пытается Трамп утереть нос, блядь, Зеленскому. И видя мы, как соседи, если мы промолчим, блядь, это получается нахуй. Мы согласны с Трампом. Чтобы мы не были согласны с Трампом. Да, кое-какие люди тут сказали в Европе, молодцы. Я тоже их начал зауважал, блядь, даже. Даже тех ненавижу немцев. Из Германии какой-то мужик даже сказал какую-то путевую вещь. Но теперь, блядь, сейчас, секунду. Теперь самое интересное. Европейцы, если сейчас не будут нахуй кабиниться нахуй, и конкретно помогут Зеле, и в тот же момент, если я выйду на какой-то эфир в дальнейшем, какой-то полномасштабный эфир мне нужен, понимаете, это я должен донести народу, всем донести я должен, чтобы из Башкортостана с Татарстаном собралась какая-то бригада, армия, которая будет топить за независимость, и она, как говорится, должна двигаться в сторону нас, в Европу, потом дальше, как говорится, в Украину, и тем самым мы должны собрать войска против нахуй этого ебаного Путлера. Вот этот процесс, который сейчас будет начинаться или заканчиваться, мы не знаем, попадаем мы под эту тему или нет, я не знаю, но суть одна, что у нас нет другого плацдарма. Внутри, когда вы говорите, блядь, нахуй, есть плацдарм, у нас нет плацдарма. Все, забудьте, у нас нет плацдарма. Потом, многие пишут мне комментарии тоже, блин, везде. Почему вы, там же есть, кто-то служит. В ТикТоке мне написали, я в тот ТикТок не захожу. Я на днях только решил туда тоже что-то написать. И там нахуярили мне, блядь, где у меня другой ТикТок, 10 тысяч подписчиков, блядь. Я туда не захожу, блядь. Там нету, у меня уже все, неинтересно там сидеть. Они не дают оформить его на мое имя, блядь, эти самые китайцы, блядь. И вот, получается, что получается, блядь? Там мне пишут, там же, говорит, служат какие-то, блядь, северные, нахуй, люди, блядь, еще кто-то. Заебали они меня уже, блядь. Я вот вам реально говорю, вы заебали меня уже. Я вам 1000 раз уже об этом говорю, о том, что те, кто там внутри, они не наши, я не их человек, понимаете? Мир олам кешесет угель. Я вот сам, вот я личность, вот я сам личность, нахуй, блядь. Я пытаюсь собрать людей. То, что там внутри, меня не надо к ним приплюсовывать, блядь. Я их знать не знаю. Я с ними, нахуй, срать не сяду, блядь. Я с ними и служить не пойду, и воевать подавно, блядь. Нахуй они нужны, блядь. Я 1000 раз вам объяснял, блядь. Внутри все узкожопыми вместе миксованные, блядь, группы, они нам не нужны. И тут появилась на днях новая мысль. Короче, если Европа посылает войска, то мы могли бы создать
такое не общее, опять-таки, не общее, просто вспомогательную тему они бы сыграли бы нам, потому что они не хотят умирать. За украинцев вообще, по сути, никто не хочет умирать, поймите это, блядь. Это ваша война. За Башкортостан с Татарстаном также никто не придет умирать, нахуй. Все те, которые обольщенные ебланы, нахуй, с Татарстана, блядь, кошапчики ебаные, Эрдоган не придет за тебя умирать. Уебок, пойми это, нахуй. Эрдоган, нахуй, он греется, нахуй, на своих яйцах, нахуй, блядь. Он не знает, на каком стуле сидеть, блядь. То на американском, то на еврейском стуле сидеть, то на европейском, то на путинском стуле сидеть. Он не знает, уже выбирает. Наверное, скоро на Ким Чен Ыне будет сидеть, на хую, на ешне, блядь. Потому что он тоже такой же чмо, блядь. Такой же, блядь. Потом, когда, блядь, нахуй, мы вот, хотели Башкортостан, Татарстан, блядь, отойти, если вспоминать, блядь, наш отход, блядь. Где там Турция была? Почему Турция не помогла нам отойти, блядь? Почему, нахуй, когда Ичкерия воевала, Турция не помогла? Где помощь? А? Почему Ичкерия проиграла, блядь? А? Почему Турция не помогла Ичкерии? Они же не тюрки, да, ведь? Они мусульмане, но не тюрки. Нахуй им помогать, да, блядь, Ичкерии, блядь? Вот сейчас то же самое в Украине. В Украине то же самое. Вот теперь почему я хочу, блядь, добавить сейчас новую такую тактику свою, придумал. Не знаю, как она войдет, вам не войдет. Если уж дожили до такого момента, я этого не ожидал, я не хотел этого, блядь, нахуй. Оно само, как говорится, да, ну как бы, да. Народ из Башкортостана, Татарстана, нахуй. Пока соберется, как говорится, рак на горе свистнет, блядь. Но с Европой люди, если они захотят сохранить свою Европу, блядь, они точно запустят туда в Украину людей. И вот к ним, они же не хотят умирать. Могли бы мы зайти добавочным отрядом. Ну, каким добавочным отрядом? Таким, который возьмет договор письменный, блядь, 1 000 000 экземпляров. Я сам лично буду это вести, если, как говорится, дадите мне такую возможность. Башкортостан, Татарстан войдет в Украину, и сзади, как бы, тыл и боеприпасы, амунирование, самолеты, летчики, вот эта бомбардировка, блядь, всю эту тему, если будет поддерживать нам Франция, Европа. Вот если их 10-30 тысячная армия поддержит фланги вот эти, и как это называется, тыл, фланг, бля, хуй его, не знаю даже, как это называется. Короче, заходы наши на мою тактику, то внутрь, для зачистки, нахуй, этих узкожопых и похода на Москву, мы будем осуществлять сами. Мы пойдем туда. Но помощь, оружие, как всегда я говорил, все должно быть уже не с Америки, значит, исходить будет, значит, меняем тактику, с Европы. Все. Франция, кто там вот тогда это читал, Германия и так далее, и так далее. Вот если они все нам помогут, захотят, точнее, да, захотят помочь нам, то, точнее, блядь, не то, что захотят помочь, блядь, мы договоримся, это на суше, блядь, договоримся, а потом уже войдем в эту воду, блядь, так скажем, блядь, украинскую. Вот только вот так, блядь. Это новая мысль, вот на днях вот слушая столько новостей, не выходя на эфир, потому что у меня полное желание нет в ТикТок в эфир выходить, без выхода положения. Без Ютуба в ТикТоке нихуй делать, потому что вся аудитория моя сидит в Ютубе, ну, так скажем, делегация из Башкортостана, блядь. И вот поэтому, что я могу сказать, мы должны, блядь, наверное, блядь, как-то, я не знаю, собирать людей не со стримов, блядь, со своих, блядь, да, блядь, это же полная ёбнутость, нахуй. Также можно нас назвать, нахуй, тиктокеры, нахуй. Тиктокеры войска, блядь, кадыровские, рамзанчикские, нахуй, только башкирские тиктокеры, нахуй. Можно назвать даже так, но я в эту категорию не вхожу, блядь, я ебал рот, нахуй, такую тему. Я здесь хуйню не маюсь, блядь, нахуй. Не снимаю себя там, блядь, нахуй, так скажем, блядь, нахуй, что-то в этом роде, блядь, и не афиширую, блядь, что-то, блядь. Если даже я какие-то моменты делаю, блядь, делаю для того, чтобы, нахуй, шла какая-то цепочка моих действий, чтобы не обрывалась, блядь, связь с людьми, чтобы распространение шло, блядь, а не так, что, блядь, нахуй, я там пошел, нахуй, заснял, блядь, мы убили укропов, нахуй. У них же такая тактика, нахуй, у кадыровцев, блядь, нахуй. Они чисто на панику играют, на публику, нахуй, блядь, вот так, нахуй. Такие, блядь, пиздец, нахуй, с хорошими камерами, нахуй, они снимают, палка, блядь, нахуй, такая у них, блядь, селфи-палка, нахуй, они такие, бля. Это хуйней мается, блядь, понимаете? Мне это не надо, блядь, нахуй. Не в той, нахуй, блядь, нахуй. Сейчас положение, блядь, хихихаха ловить, блядь. Сейчас, блядь, самая задача, блядь, Башкортостана, Татарстана, Кишинев, найти плацдарм. Вот поэтому украинцы, адекватные украинцы, которые вот сидят в ТикТоке, в Ютубе, везде, да, вот вы же видите, наверное, я тут 3 канала у меня было, блядь, все заблокировали, нахуй. Гружу везде. Вы же, наверное, где-то натыкались на мое вот это пиздеж мой, блядь, долговечный, блядь, уже год долблю, блядь, все везде прожужжал уши. Оттуда кто-нибудь не может уловить мой эфир, скинуть куда-нибудь, кому-нибудь, у кого дохуя подписчиков, блядь, чтобы мои слова вошли внутрь, нахуй, Украины, дошло, блядь, до ушей Зеленского. Чтобы он услышал, что есть же, блядь, из Башкортостана, с Ичкерии, с Дагестана, с Татарстана люди, которые могут тебе помочь, блядь. Зеленский, почему ты хуйней маешься, блядь, а? Тебе же 57 лет, оказывается, ёпта. Или 47, нет, 47. 47 лет ему, ёпта. И ты хуйней маешься, блядь. Грубо на 8 лет меня старше ты. А ты думаешь, блядь, Америка, нахуй. Что Америка, блядь? Тебе Америка даст, блядь, оружие, а людей-то нет. Кто будет стрелять на это оружие, блядь? Людей-то у тебя нет. И тогда вези с Африки тогда, нахуй, кого-нибудь, нахуй. Или откуда-нибудь, нахуй. С Индии вези тогда вот этих всех бомжей с улицы, блядь. Вези их тогда. Пусть они нажимают на курок, нахуй. Нет результата, блядь. Долбятся 3 года. Результат нихуя, блядь. Так, давайте дочитаю уж вот это, дальше читаем. Башкирский спортсмен, кто такой Салават Юлаев? Зачем нам это? Башкир историк, как оказался Салават Юлаев в Эстонии, город Палдиский. Салават Юлаев? Кто такой? Он наш герой. Кто он такой? Он наш герой, вот, понимаешь? Не понял, что за хуйня. Что-то я не понял, что у меня тут происходит. Так, давайте, кто у меня влез, блядь, нахуй, сейчас вырублен, нахуй. Сейчас, ну, тут этот, кто-то влез. Ну, в ТикТоке 378 человек сидел, блядь, нихуя себе. Да, Ютуб минус стрелья, нахуй, в Ютубе людей нету вообще, блядь. Вообще нихуя никого нет. Просто удивительно, блядь. Так, ладно, сейчас дочитаю вот это. Сейчас я вырублю, нахуй. Куда-то кто-то залез в мой эфир, блядь. Ебанутый ТикТок, блядь.